якум корхонае ки дар Тоҷикистон бо таҷҳизотҳои олмонӣ бо сифати аъло Альфа Мебел ҳозир маълумотдиҳӣ яъне ки презентатсияи Альфа Мебел мешавад. Инак маълумоти кофиро ба шумо ҳатман ҳозир хоҳем дод. ҳозир меҳмонҳо аз тамоми гӯшаи канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ӯзбекистон меҳмонӣ даъват кардаем. Инак меоянд ва шурӯъ мекунем. Мы будем стараться, чтобы вам помочь. Почему? Потому что на сегодняшний день я очень хорошо работаю в Узбекистане. В Узбекистане это компания Эман, где, можно сказать, он уже есть на высоком уровне. Почему? Потому что он сотрудничает с разными компаниями в Европе, на Западе. Это Германия, Польша, Италия. И приводит все технологии, оборудование и запускает их уже в реальности в Востоке. Узбекистан, Таджикистан или, примернее, Киргизстан. Мы просто чуть-чуть не успели подготовиться, и у нас как презентация на узбекском языке, но ничего, я все как-то переведу, там, скажу. Ладно. Наверное, все знают и слышали, наверное, о программе Price Medicine. То есть, если у нас есть современная... Если мы вот это все перед глазами не будем видеть, у нас ясная картина не будет появляться. дӯстони азиз, ҳозир барои ярҳамакаллоҳ тифли бегуноҳ ақсазад. дӯстони азиз, ҳозир таҷҳизотҳое ки гуфтем аз олмон аст, ҳозир муаррифӣ мекунанд, меравем мебинем. Всю систему, которую вам объясняли, вот получается вот того, все, что базис делает, выходит вот на этот экран. Здесь уже человек, оператор, может работать. То есть вы когда на базисе все нарисуете же, там определите, какая сторона будет кромка, какой цвет будет, какая присадка будет, да? То есть мы его скидываем на, допустим, этот станок или на Хользму. Здесь появляется у нас информация. Вот, заходим. Вот видите, все здесь присадка появляется. То есть этот нажмем, здесь принтер просто сейчас... принтер. Там выйдет бирка, то есть мы распилили. Вон, видите, бирка вышла. Идем сюда. Надо показать рез сам по себе. Сейчас покажет на реально. Да. Тогда ты кисть в сторону. Отойди, можно Бирка вышла, да, вот бирка вышла. Пожалуйста, вот. Клеим бирку. Вот клеим бирку. На нем есть вся информация. Длина, ширина, какая сторона должна кромиться. Видно название, то есть деталь. Бок, крышка, верх, тому подобное, да? Какой, то есть материал, то есть МДФ сырой, или у вас, как это называется, оказывается. Здесь есть QR-код для присадочного станка. Еще есть такие моменты, допустим,
наверное, здесь тоже, да, фломастеры делают, да? Стоят 2-3 поддона, мебельщики его забирают и каждую деталь потом меряют и потом сортируют. А здесь такого не будет. Здесь вся информация есть о нем, правильно? То есть он возьмет, поставит, значит это Бог. То есть от этого заказа, правильно? И, допустим, если даже на другой поддон уйдет, здесь должно, это здесь услуга, клиент имя будет, допустим, там Фархот, да? Он может опять нас тот же поддон вернуть. Так, видите, здесь из-за того, что тут код есть, сразу показывает. То есть эта деталь пойдет тоже на фрезеровку. То есть хромщик сразу фрезеровщику может отнести. Понимаете? То есть на этой бирке есть вся информация. Даже вот видите, такого-то числа набилено показывает в какое-то время. Понимаете? То есть вот эти, которые есть же моменты, проблемы вот эти, не допилил, какая информация здесь. Вот допустим сейчас на другом предприятии распилил, фломастером показал, и потом кромщику, какая кромка будет? Допустим, да? Есть же такие моменты. Вот эти все моменты бирка дает решение. Понимаете? Это и производству удобно, и самому мебельщику тоже удобно. То есть даже сборщик посмотрит, значит это оказывается дверь. Да? То есть у сборщика тоже вопросов не остается, правильно? То есть на любом этапе бирка дает свое решение. Здесь никаких непонятий как бы уже нету. Все согласны с этим, правильно? То есть мы распилили, здесь видим, кромка есть, значит мы можем уже смело на кромку идти, правильно? Все, идем на кромку. Система рассчитана правильно. Вот видео снимаете, смотрите. Уже назики бачиден намемона. Ахмияту дем шумо дуртар кабида гидо. Уже идов назик кабидем намемона. Спердан кадем будам. Близко держать. Били коркида и чиз мисол ози авали кортунда канта шумо да мехайро, но дальнейший плюс шумо да. Авал чӣ ёд мегирад? И асос худаш ина ай 12-13 сантиметр, ай 12-13 сантиметр. Мисол как распилщик шумо ҳамин чизо пурсеса бошад, кусом распилщик бошад, аввалаш на қинда. Ина 10 сантиметр, 12 сантиметр дуртар мехапе, мисол 15 сантиметр дуртар мехапе, мезане. А баъди ки вай деталое ки майдара белесе, значи хай камераро вақта мекунад. Лазим шама шена. Ва палкаи хича дора. Вай чизое ки мишод шумо гуфтеса о ҷиқида ина чило базарам наркуна мисол вагарнагирас гуфтеса бошад кинда. Ва чизое вай палкаи хича дора мисол евро медонем. Ҷиқида мисол хай у хайди ам хайди бошад ки мисол назбиратсиам камераш мода биракад. Ушша тоҷикӣ мекунад. Будем буридам ҳозир акро кромка мезанам. Яъне ки дилу атрофашо акро кромка шумо мефаҳмед, ман мебешик нестам. ҳоло ҳозир мебинем таҷҳизоти кромказанакро. барои кромказанак ҳозир мебинем чӣ таро мезанам. Бив.
сейчас приклеим. Наклейку только сейчас приклеили? Не-не-не, Полай. это уже готово распилено. Обработка полностью. Это готово распилен. Если обращаете внимание, здесь никакого, смотрите, этого нету. Как сказать? Ну, на руку никак... В чем еще прикол самой кромки? Потому что здесь, как работаем с кромкой, не знаю, какие стандарты у вас, и там 0,8, 1, 1, 2 или двойка, не важно. Всегда важно есть то, что примерно на станке можно сделать радиус. Радиус и от данной толщины кромки должен быть настроен радиус, чтобы примерно это выглядело очень красиво и как бы можно сказать, чтобы это было видно, что как это было окутывано на окутку. Вот здесь примерно как есть подобранный цвет, поверхность хорошо сделана и прифуговка, где не видно клея, это очень хорошо есть для кухни. Почему? Потому что в кухне бывает климат разный. Тепло, пара, все по-разному бывает. И тоже потому, как правильно сделаны радиус и прифуговка все идеально сделает, скажем, сейчас. Ay 20 santimetre sarmışım. Biz avvalli detali bo'ladi 20 santimetr bo'shaki avvalli qiladi. Ya 10 santimetr ham ekran. Yine agete. Не, Вопрос у всех, наверное, смотрите, вот мы сейчас же напилили, пришли к кромке. У кромщика тоже вопросов нету, правильно? Потому что вся информация на бирке есть. Есть моменты пеш, а и кромка Фрезеровка? Кромка фрезеровка kerak bo'lib Что фас просто мешаю моменты освещение мешаю, вот кромка махкамышка наку. Без проблем. Нет, вот смотрите, вот любую деталь если возьмем, здесь же QR-код есть, подойдете на присадочный станок, QR-код ударите, он автоматически эту деталь начнет и сам увидит, что надо с ним делать. Вы просто поставите, он сам заведет, сам просверлит и сам деталь вытащит. Сначала распиль, потом присадочный. Можно так тоже сделать. Это зависит, если кромки нет, то можете сразу на присадку. Допустим, есть детали, которые без кромки есть присадка, правильно? Затем вот мы вот это все объясняли. Базис Мебельщик дает правильную информацию на вот эти все процессы, понимаете? Чтобы у рабочих не оставалось вопросов, то есть что вот эти все моменты, которые есть проблемы в мебельной сфере, он дает все решения правильно, понимаете? Базис мебельщикда направление фурнитура раменайся, чтобы сверление очень Да, все дает. Да. Вот, например, какую фурнитуру используете, правильно? Какие технические данные будут? Все через базис мебельщик будет идти. Да. Все через базис мебельщик. То есть он у вас выполняет почти, скажем, 100% работу правильную. То есть, как сказать, вот человеческий фактор же есть, забыл, что-то не посчитал, такого не будет. Главное, вы правильно систему сделаете, она правильно так и пойдет. Bitta присадкадан ko'rsataylik, bitta detal da. Как раз без крови покажем. Вот, смотрите, распилили, закромили, теперь на присадку пойдем. Отметили, вот здесь будешь сверлить, правильно? Он вот здесь распилит. Такое было, наверное, у всех, правильно? А у этого станка такого не будет. Вот на примере сейчас покажем. Например, эту деталь возьмите. Вот QR-код ударил. Сразу, видите, появилась эта какая деталь. Вот видите, в точности он все вам просверлил. То есть здесь нет уже человеческого фактора. Здесь он все вот эти технические моменты учел, как вы дали базис мебельщики, он так и сверлит. То есть
Это вы можете тоже вручную на станок дать, но это будет много времени занимать. Через базис мебельщик это будет легче и быстрее и эффективнее. То есть вы каждый раз одну и ту же работу не будете делать. И все, деталь готова, можно уже сразу как бы собирать. Смотрите. Можно еще вопрос у меня? Да. Смотрите, данные станки, о которых мы говорили, и считывание штрих-кодов, еще дополнительная опция применения, вот это все станки можно соединить с интернетом общую базу, примерно, которая будет находиться или у технолога, или примерно у нашего производства, или nawet можно сделать примерно как есть контроль над офисом, чтобы это сделать технологического тоже было возможно. Но, короче, полностью контроль подключения от интернетовых систем внутренних фабрик и заводов, чтобы то, что сейчас мы тут сделали, ушло в информацию дальше, чтобы не было вот ручки. Разговариваем, а бумажки подожди, положил бумажки, телефон позвонил, побежал. А бумажки, слушай, а я... Все забыл. Все, ну ладно. И вот еще вот наш Абдулбос Такер до этого сказал, у него свое предприятие раньше было, но у него сейчас его нету. Но почему? Вы не задумывались? Он закрыл свое предприятие. Есть сейчас система аутсорсинг, да? То есть, если у вас есть оборудование, я прихожу, пилю у вас, крамлю, сверлю, и прямо к клиенту домой я могу привезти. Я, например, я так работаю. У меня своего цеха нету. У меня есть базис мебельщик, я делаю свой заказ на базис мебельщики, даю раскил-центр, все, они мне приготавливают, упаковку даже мне делают, и я прямой на клиента домой могу сделать. Например, в данном время я сейчас оказываю услугу в Казахстане, в Чимкенте. BI Group такая есть группа, они строят школу, я им нарисовал файлы, они сами все там делают. То есть вы с любой точки мира можете как бы через базис мебельщик оказывать услуги. Это как бы новые технологии, новые возможности и новый метод заработка. Это, в каждом есть свое дело плюсы. Из-за этого, чтобы управлять такими станками, все равно вам придется учить программу, работать через программу. Как бы все между собой связано. Как полезно было вся эта информация? Сколько времени займет научиться? Хороший вопрос. Смотрите, самый как бы нужный момент есть, самый. Главное, чтобы вы должен быть мебельщик. Если вы не будете мебельщик, да, это будет проблема, потому что у мебели своя есть технология, то есть, да, засверлить, где фурнитуру поставить, технические моменты, установка там, все такое, это все должен уже знать, да, шарить. Если он уже мебельщик, за месяц можно хороший эффект сделать, за месяц. А так можно и за 2 недели мало будет, а так за месяц. Смотрите, QR-код это через GitLab, можно и через базис раскрой. Да, это отдельная программа придется. Да, отдельно. А еще аппарат и программу должны. Да, точно. А если у нас есть аппараты, мы просто будем покупать эту программу. Можете установить на старый наш аппарат? Можем. А сколько стоит один программ? На Это одном все аппарате? Нет, мы будем учитывать, что вам надо по вашему предприятию, и от этого будет зависеть цена. То есть, может у вас есть на предприятии ровер, да? Ровер ЧПУ, да? Можно даже через ЧПУ пилить, если вы в курсе. Есть система Nestec, да? На базе мебельщики нарисовал, сразу можно на ровер информацию дать. То есть, он детали распилит, пласт просверлит, вы только вот это торцевые будете пилить. Даже есть специальная фурнитура для Nestec. То есть, только вот эти пласты сделать и специальная фурнитура. То есть, от вашего предприятия будет зависеть цена. Есть моменты еще? Какие еще вопросы есть? Времени мало, да? Ну, вы понятно.
устройство вы сами вот принесете или мы сами будем искать? Вот, сканеры, вот, принтеры? Не, это мы все сами принесем. Принтер, принтер, сканер, монитор, все мы сами принесем. Потому что надо подключить систему. Нет, это все мы сами, все настроим, все сделаем. И техподдержка у нас есть какое-то время, мы поддержим. У вас будет офис в Шаме или в Таджикистане? Эти моменты я спрошу у начальства, как бы я буду шагать первый раз приехал, я насчет этих моментов знаю. Но вот примеры нет, мы как бы у нас постоянная связь есть с этим проблемой. Я нарисовал, я поехал, замерил, сам нарисовал, им файл скинул, они распилили, закромили, присверлили, отвезли на предприятие. Я отсюда им скинул сборочные чертежи, они там собирают. Я вообще как бы нахожусь здесь, а они сами все там делают. Как бы нет проблем, да? И потом уже... Можно вас, пожалуйста? Пожалуйста, буквально 5 минут, а потом приступаете к столу. Хорошо. 5 минут больше вам. اینا تمام دوستان عزیز این معلوماتی یعنی که فرماندهی درباره تجهیزات‌های گویم آلمانی شما دیدید. این جشن به آخر رسید. به همه شما موفقیت و سربلندی. حتما در خاطر دارید که الفا مبل یکم در تاجیکستان که با تجهیزات‌های گرمو یعنی که آلمانی کار و فعالیت میکند. صفت اعلی. خیلی می‌نداری میکنیم. خیلی درسخوانی زیبا و خوب آراسته کردن برای ما. خیلی دیدن همه معلومات را زیر این نوار میمونم و میتونید خودتون آشنا شوید. خدا نگهبان شما تا بازدید.